А при чем тут вообще казахи? Спрашивают нас, если мы начинаем говорить о Чингисхане. Чингисхан-монгол, доказывают нам. Но позвольте. Мы говорим не о монголах, но о мугулах. Так что на историю монголов не претендуем. Ссылка в описании. Мы говорим о тюрках, мугулах. Ведь именно тюрками-мугулами свой народ называет сам Газан-хан, прямой потомок Чингисхана, в Жемигат-Туарих. Кто такие мугулы? 16 племен мугулов, нерунов. Это катаганы, салжуиты, барласы, тайжуиты, дулаты и так далее. Харууны – это кияты, сюда же, и их подрод – баржигины. Мугулы-дурликены – это все остальные. Это канераты, желаиры, найманы, кирииты, меркиты, татары и так далее. Все эти племена сейчас принято называть средневековыми монголами. Именно эти племена стали основой империи Чингисхана. Основная масса этих племен сегодня составляют аж 2/3 казахов. Они являются ядром казахского народа. Особо подчеркнем, они ядро не халха-монголов, не бурятов и калмыков, а именно казахов. Не будет ошибкой, если утверждать, что казахи – это конгломерат мугульских племен, в который также вошли и кыпчакские племена. Все они – тюрки. Потомки Ефета. Справедливости ради, нужно отметить, что те или иные племена мугулов также входят в состав узбеков, каракалпаков, нагайцев, кыргызов, хазарейцев, татар и башкир. Заметьте, это тюркские народы. Но все-таки основной массив этих племен сегодня называют себя казахами. И никто не сможет это опровергнуть, как бы не желал. Вот при чем здесь казахи. Но позвольте, эти племена также входят и в состав монгольских народов, скажут нам. Но если открыть Википедию и обратить внимание на родоплеменной состав тех же бурятов, халха, калмык, в основном мы увидим названия племен тунгусо-маньчжурского происхождения. Да, найманы, желаиры, хатагины тоже упоминаются. Но ведь они составляют совсем маленький процент их народов. Они – вкрапление, а не ядро современных монголов. С так называемыми баржигонами среди халхасцев больше вопросов, чем ответов. Настоящие ли они? В последнее время халхасцы массово стали записывать в своих удостоверениях личности род баржигон. Подозреваем, что лет через 20 каждый второй халхасец станет баржигоном. Здесь мы видим больше политики, чем истины. Парадокс в том, что киятов среди халха нет. Но как может быть, чтобы они, не зная киятов, но стали баржигонами? Ведь барджигины – это маленький подрод киятов. Теперь вопрос. Если среди современных монголов есть незначительные вкрапления найманов и желаиров, то можно ли назвать эти народы наследниками империи Чингисхана? А если ядро казахов – это племена мугулов, можно ли утверждать, что казахи не имеют никакого отношения к Чингисхану? Почему историю империи Чингисхана сотворили одни племена, которые сейчас себя называют казахами, а их наследниками названы другие народы? Разве это не абсурд? Для лучшего понимания, давайте в качестве примера рассмотрим только найманов. Ведь найманы – один из самых многочисленных народов Чингисхана. Найманы участвовали в этногенезе многих народов, говорит нам Википедия. Да, но в основном в этногенезе тюркских народов, таких как казахи, узбеки, кыргызы, нагайцы, хазарейцы и другие. Но этот факт лишь очередной раз доказывает их тюркское происхождение. Но никто не сможет опровергнуть того факта, что ядро найманов, как ни крути, все-таки у казахов. Именно среди казахов они сохранились в своей основной массе. Найманы, проживающие на западе Монголии и Китая, не в счет, потому что они тоже считают себя казахами. Странно, находясь в тесном соседстве с монголами, они никак не хотят снова омонголиться. Но нам говорят, позвольте, ведь найманы есть среди бурят и халха. Да, но численность бурят не доходит даже до 1 миллиона, а халхасцев около 2,5 миллионов. К тому же, ни те, ни другие никогда не ответят, сколько найманов среди них. Не знают или не хотят говорить. Если бы мугульские племена составляли ядро современных монголов, никто бы не спорил с ними. Но их ядро – это тунгусские лесные племена, которые не имели отношения к империи Чингисхана, пока Жоши, сын Чингисхана, не привел их в покорность по указу своего отца. С каких пор наследниками империи объявляются покоренные народы? Но вернемся к найманам. Мы знаем, что их среди казахов сейчас насчитывается около 3,5 миллионов из почти 18-миллионного народа. То есть, как мы видим, почти 20% казахов являются теми самыми найманами.
Ученые пришли к выводу, что если бы не сталинский голодомор, унесший жизнь свыше 40% казахского народа, численность казахов сегодня могла бы быть примерно 45-50 миллионов. Значит, вполне можно предположить, что найманов среди казахов могло бы быть свыше 10 миллионов. Что вполне укладывается в логику, если учитывать, что найманы названы одним из самых многочисленных народов Шингис-хана. Такой же пример можно привести и по другим мугульским племенам среди казахов. И пусть монголоведы перестанут себя мучить, натужно придумывая теории об их миграциях из территории нынешней Монголии и о том, как они отюречились. Кстати, отюречились они, по их версии, от кыпчаков. Мол, они брали в жены кыпчакских женщин. Женщины те говорили со своими детьми на своем кыпчакском, поэтому их дети стали говорить на языке матери. Многие из нас слышали эту позорную и антинаучную ересь про анатели. Судя по всему, это суперскоростное отюречивание произошло всего за пару веков. И, вероятно, кыпчакские женщины очень успешно выполняли особую миссию по отюречиванию монголов. Ведь в 15 веке найманы называют себя уже казахами. Тогда наш глупый вопрос к глупому утверждению. От кого рожали найманские, канератские, жилаирские и так далее женщины? Как отюречивались их дети? Ведь они, по всей логике, должны были говорить со своими чадами на монгольском языке.